Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных темах этого выпуска. Модернизация завершена успешно. 38 школ Якутии в 2022 году прошли капитальный ремонт. От мам Якутии с любовью общественное объединение женщин и матерей со всех районов республики присоединяются к региональной акции. Новые методы продвижения родного языка. Учителя республики рассмотрели планы развития в сфере образования. Национальная высокая кухня в царстве вечной мерзлоты. В Якутске будет организован центр арктической строганины. Путь творчества длиною в 60 лет. В Нюрбе открылась выставка, посвященная 75-летнему юбилею известного композитора Афанасия Маргусова. Особенности реализации программы капремонта школ с учетом региональных климатических особенностей обсудил глава региона Айсан Николаев на совместном с Минпросвещения России совещании в режиме ВКС на базе столичной школы номер 23, отремонтированной в этом году. Отмечается, что в 2022 году в 38 школах в Якутии, которые включили в программу капремонта, модернизация завершилась успешно. По 9 школам, 4 из которых находятся в арктических районах, не попавших в программу капремонта, в этом году вопрос будет решен в ближайшее время. Напомним, по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках госпрограммы развития образования отремонтируют 7300 зданий общеобразовательных школ по всей стране. В следующем году примерно такой же объем школ. Сегодня перед министром поставили вопрос о том, что необходимо, несправедливо 9 школ были исключены, в том числе 4 из арктических районов. А это принципиально важно для нас, чтобы дети учились. Потому что когда ребенок учится в тепле, его сразу успеваемость повышается. Проявляются творческие навыки, способности. И школа совершенно другая. Вот сегодня директор сказал, что ученики пришли 1 сентября и не узнали школу, в которой подавали документы в марте. Потому что она новая. Краски новые, дизайн-код новый, новые классы, новое оборудование. А это значит, есть возможность для чего? Для того, чтобы развивать сразу свои второстепенные навыки, дополнительные. В Якутии активно идет реализация социальной акции «Предупреди пожар, установи автономный дымовой пожарный извещатель». Коллектив противопожарной службы республики в этом году установил более 2000 извещателей в частных домах и квартирах. Сегодня также помогает с установкой систем для семей мобилизованных. Детали узнавала Светлана Амосова. Работники противопожарной службы уже второй год устанавливают автономные извещатели в частных домах и в квартирах по всей республике. Это прибор называется автономный дымовой пожарный извещатель. Он при малейшем задымлении срабатывает. Издает такой специфический звук. За этот год в рамках акции подобные приборы появились у 1500 семей, в том числе и в 22 семьях мобилизованных. У Анастасии 2 детей и большой двухэтажный дом. Сюда они переехали год назад. Еще не успели установить извещатель, но планировали. На кухне мы установили, потому что здесь мы готовим, мы здесь постоянно находимся, постоянно с нами дети. Для нашей техники безопасности обязательно она должна быть. Вот в котельне тоже, само собой, котельня тоже очень опасное помещение. Вот поэтому мы тоже там установили, чтобы большой дом за всем не усмотрит, чтобы у нас был извещение нашей безопасности, прежде всего, нашей семьи. Все устройства приобретаются и устанавливаются за счет средств работников пожарной охраны, администрации и спонсоров. Особое внимание уделено местам проживания многодетных семей, одиноких, престарелых, граждан с ограниченными возможностями здоровья и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы даем жильцам именно, как работает данный прибор, из чего состоит, батарейку, когда надо менять батарейку. Говорим, что при любом срабатывании надо уже выйти из дома, позвонить 01, и при возможности начать тушение возгорания. Также в Якутске проводится тестирование датчиков с GSM-модулем. Это более современные и технологичные извещатели с выводом на пульт пожарной охраны. То есть при задымлении или возгорании сотрудники пожарной службы сразу получат сигнал. В рамках правительственной
программы Республики Саха-Якутия проводится тестирование этой системы. Отчет правительства по работе именно системы данных датчиков GSM-модулем будет предоставлен в конце декабря. По результатам будет принято дальнейшее решение о реализации этой программы. Всего за начало года по республике зафиксировано свыше 1700 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 330 очагов возгорания меньше. Сотрудники и дальше планируют проводить социальную акцию для предупреждения пожара и безопасности населения. Светлана Амосова, Илья Сыромятников, Якутск. «Дети Донбасса» – так называется информационно-патриотический марафон, стартовавший в Алданском районе. Акции в рамках Единого дня правовой помощи проходят ежегодно. Они направлены на поддержку детей из самых беззащитных категорий. В этом году в марафоне принимают участие школьники Алдана, Тамота и Нижнего Куранаха. Продолжение темы в нашем сюжете. 27 июля отмечается День памяти детей жертв на Донбассе. И мы не хотим, чтобы такие даты были в нашем календаре. Смерть близких, разрушенный дом и безысходность от осознания того, что жизнь может оборваться в любое мгновение. Больнее всего кровопролитная ситуация на Украине ударила детей. Разделить боль испепеленного детства и воплотить ее в дружественных обращениях постарались алданские школьники. Ну, сейчас это довольно актуальная тема, так как связана с ситуацией в мире. А так это очень, как сказать, душу трогает, потому что смотрела, наблюдала за новостями, за всем этим. Это очень страшно. Грустно, очень грустно. То, что там дети погибают, дети получают ранения, большинство остаются без семей, теряют жилье. Информационно-патриотический марафон, инициированный помощником уполномоченного по правам ребенка в Якутии по Алданскому району, был приурочен к Единому дню правовой помощи детям. В этом году марафон прошел в ключе темы «Дети Донбасса». И, конечно, основная цель этого мероприятия – это вызвать сочувствие, вызвать сопереживание, вызвать чувство патриотизма у подрастающего поколения, которое проживает здесь, в Республике Якутия, казалось бы, очень далеко, до которых, кажется, никогда это не дотянется. Марафон «Дети Донбасса» стартовал в детской библиотеке Алдана. В викторине приняли участие ребята из 5 школ. Это учащиеся 8 и 9 классов. Далее маршрут марафона пройдет через Тамот и Нижний Куранах. Особого задания не было. Единственное домашнее задание было изучить материалы, которые сегодня уже есть согласно заявленной тематике. Наряду с пониманием того, что происходит за много тысяч километров, ребятам предстояло продемонстрировать знание прав и обязанностей гражданина России. Задания разной направленности требовали как эрудиции и кругозора, так и умения рассуждать. Мы с девочками готовились по теории, очень много вычитывали, подготовили небольшой, так скажем, номер, который был как раз запрошен, название команды и девиз, то есть, готовились активно. В ходе марафона поднимаются также иные, не менее важные темы. Это помощь эвакуированным жителям Украины и поддержка российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Гуманитарные грузы собираются силами трудовых коллективов и неравнодушных жителей. Проявить человечность и милосердие совсем несложно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Паспорта граждан Российской Федерации торжественно вручили в Якутске жителям, прибывшим из Донбасса. Начальник отдела по вопросам миграции МВД России Якутская, подполковник полиции Нюргуяна Аталарова, вручила гражданам заветные документы и экземпляры Конституции России. Новоиспеченные граждане приняли присягу, подтвердив свое намерение соблюдать Конституцию, законодательство Российской Федерации и обязанности гражданина на благо государства и общества, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции. С февраля текущего года в республику прибыло 798 граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, ДНР и ЛНР, в том числе 66 граждан на территории города Якутска. За весь период в городе Якутске документировано паспортами граждан Российской Федерации 46 человек. Со дня образования в составе Российской Федерации новых субъектов все граждане, проживающие или проживавшие на территории этих новых субъектов, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами России.
Тем временем общественное объединение женщин и матерей Амгинского района присоединяются к республиканской акции «От мам Якутии с любовью». Инициатором является вице-премьер правительства региона Ольга Балабкина. В свою очередь, матери и женщины республики поддержали этот добрый посыл. Женщины района с первых дней частичной мобилизации начали помогать своим соотечественникам и участвовать в различных акциях. Сшили 350 аптечек, половину из которых снабдили лекарствами. Изготовили 500 теплых носков и отправили бойцам СВО. Сейчас они шьют теплые балаклавы, носки и штаны. В общем, когда началась военная операция, я все думала, чем же помочь нашим солдатам. Но вот приближается зима, и наши в Якутске женщины, волонтеры стали шить теплые вещи. Я общаюсь с одной женщиной, я говорю, я-то одна, поэтому что мне хотя бы балаклавы дайте выкройку. Она мне вот по телефону отправила эту балаклаву. Я сделала и вот шила балаклав, несколько штук купила ткань. Ну, чтобы немножко интересно было, вот георгиевскую ленту туда вставила, чтобы уже немножко как к армии чувствовалось. Ну вот, и пришла на ярмарку с этими балаклавами. И женщинам сказала, что надо шить теплые вещи, не только балаклавы, и штаны, и куртки, чтобы в окопах было нашим солдатам тепло. Мы поддерживаем акцию «С любовью матери Якутии». Женщины Кангаласского района также поддержали данную акцию. Участницы движения шьют теплые вещи и экипировку для отправки землякам, принимающим участие в спецоперации. При этом каждая вещь отмечена названием акции. К слову, жительницы Кангаласского района практически с первых дней объявления частичной мобилизации начали активно мастерить аптечки, теплые носки, кенче, сидушки, балаклавы, которые собирали в одну большую посылку и отправляли в республиканский штаб сбора помощи «Якутия с тобой». И следующая наша посылка от матерей Хангаласского района будет отправлена с такими нашивками. Пускай тепло рук наших женщин согреет в трудные минуты наших граждан. Завершилось пленарное заседание Второго республиканского съезда учителей якутского языка, литературы и культуры. В мероприятии приняли участие свыше 500 делегатов со всей республики. Участники рассмотрели дальнейшие планы развития, направления и новые методы в продвижении родного языка. В следующем учебном году в сфере образования в приоритете стоит развитие якутского языка и выход на новый уровень. Улучшить показатели знаний якутского языка и провести целенаправленные работы. Дело в том, что очень много работы проведено. Работало действительно действующие, очень, как сказать, решающие такие площадки работали. И это меня очень обрадовало. И вот сейчас, которые будут приниматься итоговые решения, надеемся, что это будет выполнено все. Правительство России доставит в регионы передвижные медицинские комплексы до конца первого квартала 2023 года. 2 из них получит республика. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, в Якутию доставят автомобили, оснащенные оборудованием для проведения маммографии и флюорографии. Всего в 68 регионов страны направят 300 комплексов. В федеральном бюджете на эти цели в 2022 году предусмотрено более 2 миллиардов рублей. На сегодня эпидситуация в Нюрнбергском районе остается в целом благополучной. Выражается это в отсутствии значительного прироста по заболеваемости респираторными инфекциями. Так, уже в течение 7-8 недель заболеваемость регистрируется примерно на одинаковых уровнях, в пределах 600 случаев за неделю. По коронавирусной инфекции ситуация также остается на стабильно низких цифрах, в пределах 4-7 случаев за неделю. Учитывая рост заболеваний гриппом по отдельным районам республики, санитарный врач района рекомендует ужесточить мероприятия по профилактике респираторных инфекций в образовательных учреждениях, а также он призвал жителей района обратить внимание на необходимость в дальнейшем соблюдать правила личной гигиены. Поскольку за последние несколько лет отмечается некоторый прирост заболеваемости паразитарными заболеваниями, такими как, например, энтеробиоз. То есть это острицы в простонародье, которые в последнее время регистрируются не только у детского контингента, которые выявляются в рамках плановых обследований, но и у взрослого контингента. И на текущий момент средняя заболеваемость среди взрослого контингента регистрируется в пределах 20% от общего числа заболевших.
Между тем, в Ленске в связи с ростом заболеваемости ученики начальных классов переведены на дистанционное обучение. Такое решение было принято Роспотребнадзором в связи с ростом заболеваемости. В общей сложности по району закрыто 37 классов. У нас в Ленском районе пик-порог превышен именно в начальных классах. В основном у нас на дистанционное обучение ушли начальные классы с основных больших школ. Это СОЖ-1, СОЖ-2, СОЖ-3, СОЖ-4. На дистанционный формат переходят те классы, в которых более 20% заболевших. Детская поликлиника работает все так же в авральном режиме. Сегодня число пациентов, принимаемых в день, увеличилось до 100. У всех детей основные признаки ОРВИ – высокая температура и сильный кашель. На сегодняшний день на карантине 15 групп в детских садах. Во многих из числившихся 27 детей ходит всего по 3. Пока образовательные учреждения закрыты до 26 ноября. Дальше все будет зависеть от эпидситуации в районе. К другим темам в Якутске прошла торжественная встреча главы Якутии с многодетными матерями, посвященной Всероссийскому дню матери и Году матери в республике. Айсан Николаев отметил роль матерей в социально-экономическом развитии Якутии, а также важность ценности материнства и роли матери в современном мире. Глава региона вручил присутствующим почетным участницам встречи государственные награды республики и отметил, что материнская забота и ласка, самоотверженная любовь и мудрость формируют в человеке самые ценные качества, которые являются надежной защитой, духовной опорой и направляют на добрые дела. Многодетная семья – это труд и радость, и счастье. У нас семья большая. Я всех детей очень сильно люблю, и мы любим друг друга и уважаем. Я еще жду 11-го ребенка, и это сбудется. Я очень счастлива. Дети это вот радость. Много детей – это большая семья. Я очень люблю своих детей, своих маленьких детишек. Я счастлива. Открытие смены «Я лидер» состоялось в детском лагере круглогодичного пребывания «Сосновый Бор». Более сотни юных якутян приехали из разных уголков региона, чтобы отдохнуть и укрепить свое здоровье. В этом году к числу отдыхающих примкнули малыши из семей, призванных в рамках частичной военной мобилизации. Качество пребывания юных якутян оценила уполномоченный по правам ребенка. О настроении и планах юных лидеров узнала Анна Пшенникова. На отдых в загородный пансионат «Сосновый Бор» приехали 110 детей из разных районов Якутии, от Нерюнгринского до Абыского. Все они являются участниками молодежных движений, победителями конкурсов и слушателями профильных программ. Поэтому смена «Я лидер» стала для них возможностью хорошо отдохнуть и прокачать свои лидерские качества. Здесь у нас будет образовательная программа «Я лидер» для ребят детского совета и школа вожатского мастерства будет проводиться. Здесь у нас будут педагоги приглашенные, которые у нас занимаются и лидерскими программами, и вожатством. То есть вожатые – это у нас ребята, которые сами уже в детском возрасте практически являются педагогами. Нынешняя смена отличается от предыдущих составом участников. В этот раз к старшим школьникам присоединились дети из семей мобилизованных якутян. Вместе со старшими товарищами малыши будут участвовать в мероприятиях и развивать полезные навыки. Не так много, конечно, в эту смену мы получили заявок. Всего 9 детей из мобилизованных семей. Но следующая смена, значит, новогоднее волшебство, как раз перед Новым годом, это будет смена только для детей из семей мобилизованных наших граждан. Качество отдыха юных якутян оценила уполномоченный по правам ребенка в Якутии Туяра Васильева. Она побеседовала с детьми, ознакомилась с образовательной и развлекательной программами, оценила разнообразие меню. В рамках этой смены дети получат оздоровительные процедуры, образовательные программы, также будут выезды на различные мероприятия, которые организаторы специально разработали для программы «Я лидер».
Кроме того, у нас в республике действует еще один круглогодичный лагерь, и Министерством образования оплачивается проезд от места проживания до места отдыха и обратно. За 2 недели финалистам республиканских конкурсов предстоит прокачать лидерские качества и освоить новые компетенции. Также Сосновый Бор позаботится о комплексном оздоровлении детей и, конечно, поможет найти новых друзей. Анна Пшенникова, Григорий Охлопков, Якутск. А в историческом парке «Россия. Моя история» состоялось торжественное подведение итогов 16-й республиканской экологической акции «Природа и мы». В рамках мероприятия была организована и площадка всероссийского экодиктанта, который проходит по всей стране с 11 по 27 ноября. Кроме этого, состоялось и посвящение юных натуралистов в «Зеленые пионеры». Отметим, что всего за текущий год в акции «Природа и мы» приняло участие около 350 тысяч человек со всей республики. За это время было проведено более 5000 мероприятий, прошли различные эко-конкурсы и акции. Хочу сразу поблагодарить всех активных якутян, которые ежегодно участвуют во всех мероприятиях. Это и акции, это и научно-практические конференции, это и экспедиции. И каждый вносит свой вклад в общее дело охраны окружающей среды. Эта акция важна именно для подрастающего поколения, потому что в этой акции участвуют как взрослые, так и дети. Да? И получается, они, учась друг у друга, общаясь с экспертными какими-то площадками, да, с экспертами, они перенимают все лучшее для того, чтобы мы, конечно же, были как можно более экологичными. Изменения в законах относительно экологии и охотничьего промысла рассмотрели на встрече с представителями контролирующих структур Алекминского района. На что планируют сделать упор, знает Елена Фаст. С нововведениями в законодательстве на тему охоты и соблюдения требований экологического надзора ознакомили заинтересованных лиц представитель Охотнадзора и руководитель Комитета экологического надзора. У охотников появился ряд преимуществ касательно самого процесса. Разрешена охота с использованием тепловизоров, световых устройств и приборов ночного видения. Второй момент хотел бы я тут обозначить, что значит, при проведении охоты можно использовать плавательное транспортное средство для установки на нем картка. То есть, как бы это раньше не было в старых правилах, сейчас как бы уже оно есть. Еще один момент хочу озвучить, что значит на добор медведя отводится у нас всего 3 суток. На добор раненых копытных отводится всего сутки. Между тем, сейчас основной упор идет на профилактику правонарушений. Самое основное – наличие всех документов. Если раньше мы выезжали и сразу составляли административные штрафы, выписывали предписания и так далее, то сейчас уже законодательство изменилось в корне совсем. Произошла реформа контрольно-надзорной деятельности, которая сейчас требует именно вначале провести профилактику, разъяснить населению. Один из болезненных вопросов – содержание котельных. Это тоже источники стационарные негативного воздействия на окружающую среду. Они необходимо их ставить на государственный учет, потом разрабатывать программу производственного экологического контроля. Там много документов надо, и многие наши местные индивидуальные предприниматели, юрлица этого не знают. Поэтому проводятся такие мероприятия. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Центру арктической строганины в Якутске быть. В мире существует 2 способа термообработки продуктов. Используя тепло и используя холод. Так как Якутия является самой холодной точкой в мире и низкая температура позволяет готовить национальные блюда прямо на льду, так и зародилась идея Центра арктической строганины у амбассадора якутской арктической кухни в России Николая Атласова. Блюдо проходит термическую обработку якутскими морозами и безопасны в употреблении. Центр будет находиться под землей в вечной мерзлоте на территории этнокомплекса «Усадьба Атласовых». Центр арктической строганины откроется во время Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии».
В Нюрбе в Музее дружбы народов имени Ксенофонта Уткина состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 75-летнему юбилею известного композитора Афанасия Моргусова. Торжественное открытие выставки украсили песни самого композитора в исполнении народного ансамбля «Илге» Таркаинского наслега. На выставке можно лицезреть более 60 экспонатов, фото, грамоты, ноты, рукописи, книги, письма и многое другое. Все о пути творчества длиной более 60 лет. Афанасия Моргусова. Конечно, все дали очень высокую оценку его творчеству. И думаем, хотя он сейчас на заслуженном отдыхе, но, конечно, мы все ему желаем дальнейшей творческой работы. И все-таки мы думаем, что в будущем он нас еще порадует своими работами, произведениями. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. До встречи в эфире.